13 сентября в Приморье города Камрад состоялось заседание муниципального совета. В повестке числилось 54 вопроса. Первым вопросом значился отчет о работе отделения муниципальной полиции Камрад за 9 месяцев 2016 года. Начальник сектора полиции номер 1 Крестиогла Петр Петрович в своем отчете представил процентное соотношение раскрытых и нераскрытых уголовных дел и дел о правонарушениях. Зарегистрировано 23 преступления, раскрыто 18 преступлений, что составило 78%. За хуже зарегистрировано 20 преступлений, раскрыто 16. Нераскрытыми преступлениями осталось в основном это карманные кражи, совершенные у нас на рынке. В связи с тем, что на рынках не имеется ни камер наблюдения, осуществляются рейды сотрудниками полиции, выявлялись факты, раскрыто из них 7 преступлений по карманным кражам раскрыто, но 8 также остаются раскрытыми, потому что приезжают иногородние городки. Бурные возмущения последовали со стороны советника Петра Влах, который высказал недовольство в связи с работой казино. По его мнению, игровые заведения подобного типа должны функционировать с 10 до 18:00. Выбор такого времени советник поясняет тем, что в этот период дети находятся в школе под присмотром. Потому что дети в это время находятся в школе. Большая часть школьников находится на занятиях. И кроме того, кроме школьников, у нас есть еще студенты, которые тоже нет имеют такую ошибку в своей жизни и молодости заходить в эти игровые залы. Поэтому и в это время они должны быть находиться на занятиях. А казино, если хочет так работать, пусть работает в это время для тех, у кого, извините за выражение, нет мозгов. С выбором такого времени были согласны не все. Советник Дмитрий Манол, в свою очередь, отметил, что для работы казино нужно установить другое время. У меня другое мнение, потому что с 10 до 18 это когда дети находятся в школе, когда их родители находятся на работе, да, и дети, получается, у нас в это время бесконтрольные, да, я имею в виду там 16-17-летние, даже 13-14-летние, которые могут в эти казино зайти. Но, с другой стороны, считаю, что вот как Петр Петрович поднял вопрос, что это дети заходят, этим должны заниматься муниципальная полиция. Там у них есть видеонаблюдение, оно охраняется законом, чтобы там дети не заходили. А если есть случаи, то должны приниматься конкретные меры к владельцам, руководителям этих казино. А пока на уровне парламента не принято, и тем более это решение находится в суде, я не думаю, что было правильно принимать нам опять повторное решение, ограничивающее все это, раз оно находится в судебном разбирательстве. Другие темы, вынесенные на обсуждение, были отнесены к проблеме молодежи и, в частности, несовершеннолетних, которые употребляют наркотические вещества и алкогольные напитки. От советника Петра Влах поступило предложение устраивать ночные рейды для выявления случаев употребления наркотических веществ. Есть закон о муниципальной гвардии. Этот закон есть, он принят парламентом Республики Молдова, который позволяет сегодня содержать и обеспечить работой муниципальной гвардии. Но вопрос в другом. Вопрос в том, что он должен быть профинансирован. И кроме того, все ребята, которые будут туда приниматься на работу, они должны проходить через конкурс. Для того, чтобы это была действительно гвардия и одета, и была, чтобы у них была чтобы единая форма одежды. И кроме того, там должен быть старший работник полиции. По одной простой причине, если будут составляться какие-либо протокола на нарушителей, чтобы эти протокола шли по назначению, они просто написали и потом через определенное время отчитались перед муниципальным советом. Для этого должен быть там присутствие работник полиции. Для предотвращения употребления несовершеннолетними алкогольных напитков в пределах ночных заведений от советника Георгия Константинова было высказано мнение о необходимости наложения штрафов за их продажу данным лицам. Я лично считаю, что Приморье и муниципальная полиция ведут абсолютно недостаточно работу по этому вопросу, по вопросу работы ночных заведений. Какое мое предложение? Выдумывать ничего не надо. Надо брать пример с развитых стран, с других стран, где черным по белому пишет и ясно показывает они, что штрафные санкции надо ввести той организации, которая допускает допуск в ночное заведение малолетних детей или продажу спиртных напитков. Пусть это их дело, это абсолютно их дело. Они должны штат держать себя, охрану, все это самое, дружинников, чтобы они сами не допускали
допускали распространение спиртных напитков малолетним или даже допуск малолетним в ночные заведения. Если они это допускают, значит большие штрафные санкции, и это предприятие в зарубежных странах просто банкротится. Здесь, мне кажется, то же самое, эту практику надо применить. Всеобщее одобрение вызвало принятие парламентом Республики Молдова решения о внесении спайса в список наркотических веществ. Ранее муниципальный совет Камрата уже выступал с данной инициативой, и теперь, по мнению совета, проблема продажи и распространения данного вещества будет решена.